На судебном процессе прокурором было предоставлено определение башкирского суда апелляционного, вступившего в законную силу. Дело в том, что это определение еще никто не получал. Его еще не получил сам Рустем, скажем так. И вдруг оно оказалось у прокурора в Пермском краевом суде. Но это вот насквозь все пронизано коррупцией, по-другому я это назвать не могу. Это настолько все прогнило, что ни в одни ворота. Они даже не переписывают, хотя бы слова переставляли в предложениях. Я уже не говорю о том, что целыми абзацами переписано то, что пишется у другого, на одного судьи переписано у другого. И сейчас идет преследование. Я считаю, что потому что у Рустема своя точка зрения на то, что происходит вокруг. И это делается для того, чтобы он не мог ходить по судам, чтобы не мог защищать свои интересы, интересы граждан. И, в общем, насколько я поняла, все это идет из нашей Башкирии. И они делают все, чтобы Рустем не был на свободе, хотя сейчас у него очень серьезное заболевание. У него инвалидность первой группы уже 7 лет. Вот после того выступления в 2017 году Рустем уже в политической деятельности не участвовал никогда. Он занимался только чистой юриспруденцией. Кому что надо от Рустема, никак понять не могу. Вот знаете, все равно же все расставить на свои места. Врагов мы все равно узнаем в лицо. Рано или поздно справедливость, она будет, восторжествует. Но просто жалко, что уходит на это время, а у него еще и подорвано здоровье. В общем, я недовольна решением. Конечно, мы будем дальше обжаловать. Но придется еще подключать и Красный Крест. Другого выхода нет. У нас был обыск. Приезжали из Следственного комитета из Москвы. Они проверили все. Проверили телефоны, проверили компьютеры, проверили все переговоры. Естественно, у них очень мощный ресурс. Они проверили все переписки, которые вообще когда-либо могли быть. Ни одной переписки, ни одного звонка между Мулюком и Рустемом и Чанышевым никогда не было. Не было ни одной встречи, кроме единственного случая, когда он зашел за какой-то жалобой. И все. Нет ни одного свидетеля, который подтверждает о том, что он видел их вместе. Единственное, что он на пикете выступал, но там выступали все. Это был свободный доступ к микрофону, и каждый высказывал свою точку зрения. Никто не редактировал, никто заранее к этому не готовился, и просто каждый говорил о том, что у него наболело. Даже девушка-свидетель, которая была на процессе в Кировском районе по поводу вот того, что по экстремизму с Чанышевой, да, у Рустема, она сказала, что ее поймали на улице, сотрудники Следственного комитета посадили в машину и заставили написать, что якобы Мулюков является волонтером. Ну, что смеяться-то, чтобы Мулюков был где-то у кого-то волонтером? Возглавить он что-то может, но ходить у кого-то волонтером, так это просто смешнее смешного не бывает. Он в детском саду никому не подчинялся, ни под кем не ходил. А уж, извините, в 40 лет, пройдя такую школу, ну, это просто смешно. Это во-первых. Во-вторых, два сотрудника, которые дают Следственного комитета, дают показания якобы, что Мулюков был волонтером. Они не назвали ни одной даты, ни одной минуты, ни одного часа, когда они видели Рустема около офиса Чанышевой. Кстати, даже Рустем адрес это толком не помнит и не знает. И самое интересное, они не могут назвать, был ли он, якобы он ходил туда. Вот под каким кустом они сидели, это смотрели, непонятно. Почему? Потому что раз они не могут назвать ни дату, ни месяц, ни год, ни число, ни время, в чем он мог быть, пешком, с кем-то, не с кем-то, на машине, один пришел, с кем-то пришел, как он выглядел, ни на один вопрос они ответить так и не смогли. И несмотря на это, Рустему дали 2,5 года и сделали из них эту группу. Но это, знаете, это просто, вот я считаю, что это, как бы вам сказать, во-первых, ложные показания вот этих самих сотрудников, да, и это сквалифицировали, в общем, это уголовное дело. Я не знаю, наверное, в интересах того, чтобы увеличить срок, которые могут дать Чанышевой. Ну, а почему нашли Рустема? Потому что, видимо, он их как кость в горле, потому что Рустем на всех своих вот этих выступлениях до 2017 года везде выявлял коррупционеров, называл их фамилии, говорил, сколько они своровали, из какого бюджета, что им за это грозит. Ну, в общем-то, в конце концов, видимо, дорогу перешел тем, кто никак не может навороваться. Вот и все.